Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Агентство развития туризма и территориального маркетинга создано в целях организации единого информационного туристического пространства, информационного обслуживания, направленного на увеличение количества туристов и экскурсантов, продвижение республики на российские и международные туристические рынки. О деятельности агентства и туристическом потенциале региона гость студии Аркадий Ксенофонтов, начальник отдела развития туризма, агентства развития туризма и территориального маркетинга. Аркадий, здравствуйте. Здравствуйте. На чем сфокусирована деятельность агентств? Наше агентство работает в основном в трех направлениях. Первое направление – это работа непосредственно с самими туристами. Да? К примеру, если к нам приезжают туристы, они ведь не знают, что посетить в Якутии, да, где остановиться, где можно покушать и так далее. Здесь мы информируем, например, о работах, о достопримечательностях, когда они работают, режимы работы, да, как добраться, да, или именно, если интересуют их какие-то маршруты, именно посещение каких-то достопримечательностей, да, Ленинские столбы и так далее, мы здесь им предоставляем наши маршруты, предоставляем реестр туроператоров, которые реализуют эти маршруты. Вся эта информация, да, также доступна на нашем туристском портале «Визит Якутия», где все туристы могут ознакомиться на русском, английских языках. Также по этому направлению мы участвуем в различных туристских выставках, МИД, Интурмаркет и так далее, где туристы могут ознакомиться вот с туристским потенциалом в Якутии в общем, да, и мы вот раздаем им всем такие буклеты о туристском потенциале, о наших маршрутах, такие книжки «Современные путеводители», где они могут со всеми этим ознакомиться, да, по Якутии. Если они в один год приезжают именно на какой-то достопримечательность, да, то в следующие годы они могут уже как бы оценить этот потенциал и посетить уже другие какие-то районы республики и так далее. Также мы участвуем в различных мероприятиях, да, культурных и так далее. Мы пытаемся участвовать везде и всюду, чтобы люди, которые хотят посетить Якутию, получали вот эту всю необходимую информацию. Второе направление – это все-таки работа уже с самим предпринимательским сообществом. Это, к примеру, у нас есть предприниматели в сфере туризма, да, мы проводим для них информационную поддержку. К примеру, если проводятся какие-то гранты, да, субсидии, образовательные семинары и так далее, мы уже так точечно и адресно информируем всех предпринимателей, оказываем консультационную поддержку. Да. К примеру, если организуется какой-то грант, да, какая-то субсидия и так далее, они не знают, с чего начать, да, как заполнять документы и так далее. Здесь мы уже подключаемся, помогаем. Если именно они хотят дополнительные какие-то услуги организовывать, да, там охота, может, да, рыбалка, они не знают эту специфику этой работы, здесь мы тоже оказываем консультации. Также мы приглашаем наших предпринимателей участвовать в образовательных наших программах семинарских, да, по ведению предпринимательской деятельности, о видах туризма, да, о реализации проектов. И третий большой блок – это уже сами проекты. Здесь мы на данный момент пока сопровождаем и реализуем проекты по сельскому туризму, да, и по промышленному туризму. Если о сельском туризме мы как бы работаем с местным населением, да, с сельским местным населением, как принимать туристов, да, обучаем их гостеприимству, да, как подготавливать гостевые дома и так далее, то в промышленном туризме мы работаем непосредственно с самими промышленными предприятиями. Это у нас Кергес, Хабул, ТЕТ, Колроса и так далее. И вот отдельно в этом блоке мы ведем и сопровождаем наши туристско-рекреационные кластеры. Здесь мы уже консультируем наши местные администрации, да, управляющие компании по модели управления, как управлять, да, недвижимостью, к примеру, имуществом и так далее, и также их вот сопровождаем. Вы озвучили очень большой фронт работы. Ну а сколько туристических кластеров на сегодня создано в республике? Что делается для их продвижения за пределами региона? На данный момент в Якутии у нас только формируется и реализуется 8 туристско-рекреационных кластеров. Один из них – это «Северная мозаика», который уже давно существует, который сейчас полноценно работает, функционирует. Это такой центр семейного отдыха. Сейчас там строится большой проект инвестиционный «Полярная звезда». Это детский центр будет. Также там есть и множество расположенных гостевых домов, турбаз. Второй кластер большой – это «Лена» в Хангаласском улусе. Это проект по развитию экологического туризма. В 2020 году этот проект участвовал во всероссийском конкурсе
по проектированию экологического туризма на туристско-рекреационных кластерах и стал его финалистом. Это был всероссийский большой проект, и потенциал у него большой. Это посещение национального парка Ленские столбы, ледник Булус, Еланка и так далее. Третий проект – это кластер Амга в Амгинском улусе. Это центр сельского туризма и более такого сакрального какого-то. Сейчас она тоже формируется и реализуется, там уже формирует вот эту вот управляющую компанию. Четвертый проект – это самый такой центр, это Аймикон в Аймиконском улусе, который также только пока формируется и скоро будет полностью реализован. И остальные 4 проекта – это направлено на раскрытие потенциала в Арктике. Якутию, непосредственно связанного с холодом, с коренными малочисленными народами, северно показать вот эту культуру Арктики. Это Верхоянск в Верхоянском районе, это российский север Арктики в Булунском районе, Анабар в Анабарском районе и Юрта Мира, это в Батантайском районе. И сейчас, пока у нас 9-й кластер только, можно сказать так, формируется, это будет у нас большой кластер в Намском районе, Намские просторы. Но если говорить о начинающих предпринимателях, занятых в сфере туризма, которые хотят развивать туризм, какую помощь они могут получить у вас в агентстве, ну и много ли вообще желающих заниматься таким видом деятельности? Ну, начинающим предпринимателям, конечно же, в сфере туризма она очень специфична и очень сложная, да, и каждому предпринимателю, который хочет заниматься туризмом, всегда задаются этим вопросом, с чего, к примеру, начать, да, как вести, какую регистрацию, форму ведения бизнеса выбрать, тип юридическое лицо, либо самозанятым. Здесь мы оказываем полную информационную консультационную поддержку. Если вы даже не предприниматель, но хотите заниматься, да, вы можете к нам подойти и просто спросить, я хочу заниматься, например, гостевым домом, да, принимать в себя туристов, с чего мне начать. Потому что нюансов в сфере туризма очень много. К примеру, наши туроператоры, если вести бизнес, они могут вести только как юридическое лицо, не как ИП и самозанятый. Если вы хотите заниматься всего экскурсиями, да, сопровождать их по городу, да, возить на экскурсии по городу Якутску, то можно и просто стать самозанятым, да, или индивидуальным предпринимателем. Вот такие, ну, юридические более нюансы. Также, если участвуют они вот в грантах, субсидиях, здесь мы помогаем. Также мы помогаем и в продвижении, в рекламе, потому что в первое время, если сложно вот не только регистрировать, да, но потом искать клиентов, здесь мы уже подключаемся, мы их в наши социальные сети, на сайте, на платформе, везде их продвигаем и рекламируем. Ну, может быть, сразу озвучите какой-нибудь совет. Вот, например, человек хочет заняться туристическим бизнесом, с чего вот ему начать? Первые шаги. Первые шаги, конечно же, это обратиться в наше агентство, получить... Сразу прийти к вам. Да, прийти к нам, получить бесплатную консультацию. Здесь уже мы ответим на все вопросы наших начинающих предпринимателей и так далее, чтобы они все-таки нашли этот правильный путь. Да, и потом Ну вот недавно, благодаря известному путешественнику Богдану Балучеву, проложен еще один турмаршрут на север региона. Это инициатива самого путешественника. И насколько реально могут работать на территориях Якутии предприниматели из других регионов России? Ну, команда Балучева, она проделала очень большую работу. Они все-таки добрались до самой северной точки Дальнего Востока и Якутии. Это мыс Пакса. Это как раз относится к кластеру Анабар, который мы сопровождаем, по которому мы работаем. Ну, конечно, никому этого еще не удавалось, да, то, что они добрались на автомобилях, по крайней мере, на обычных машинах, да, на вездеходах и так далее. Но и вот сделал, не только вот, ну, добрался, да, а построил вот этот туристский маршрут. Точнее, он его проложил и сделал так, чтобы мыс Пакса стал точкой притяжения для туристов со всего мира, да, и сейчас в новостях говорят много о том, что уже и крупные туроператоры Китая заинтересовались этим проектом и хотят в этом участвовать, ну, добраться до мыса Пакса. Но в Якутии вот с такой, да, огромной территории таких мест очень много, где, ну, куда еще не ступала нога туриста, да, нога туриста. И я думаю, что это только начало, то, что вот команда, и думаю, что многие другие такие путешественники, да, энтузиасты смогут вот, формировать вот этот положительный туристский имидж Якутии. И из каких составляющих состоит успешный турмаршрут? Имеется в виду, надо ли учитывать инфраструктуру, сервис? Ну, турмаршрут
турмаршрут, да, он состоит из трех главных составляющих. Это исполнитель, сам туроператор, его турпродукт и сам клиент. И скорее говорить вот о факторе успеха реализации маршрута — это клиент в первую очередь, потому что это целевая аудитория. А вот продукт, он уже включает в себя такие услуги по проживанию, питанию, да, трансфер, экскурсии, какие-то дополнительные услуги. И успешный, ну, турмаршрут, он включает вот это как бы взаимосвязь, да, но если говорить об успешном турмаршруте, то он должен исходить из целевой аудитории. К примеру, если вот турист, он очень активный путешественник с большим опытом, да, ему там 50 лет и так далее, вы ему предложите турмаршрут по городу Якутску, да, и назвать его успешным для него уже, да, как-то, ну, малозначительно, да. Но если ему предложить такой турмаршрут по Якутии, да, вот в том числе до мыса Пакса, да, где нужно добираться месяц, да, в такой холод, куда еще не ступала нога туриста, вот это уже для него это будет успешный маршрут. То есть в любом случае нужно подбирать маршрут под определенного клиента, Да, под его интересы, под его желания. Да, потому что если вы реализуете турмаршрут, да, и, к примеру, в группе их 10 человек, и из них 8 это такие по питанию, да, они ну, как обычные люди, и 2 из них они вегетарианцы, да, то как бы питание у нас в Якутии все-таки более мясное такое, да, нужно будет учитывать еще и специфику, но если где-то он поедет и скажет, ну, мы все приготовили из мяса, ему оказалось то, что он как бы вегетарианец, он же не будет этим мясом питаться, поэтому все-таки все зависит от целевой аудитории. Если вы говорите именно эко-маршрут, да, экологический маршрут, то турмаршрут должен состоять из вот этих составляющих, именно посещения каких-то опытов, какие-то мастер-классы, да, по утилизации вот этих отходов, как применяется этот опыт. Если турмаршрут это все-таки экстремальный, то вы же не повезете их, например, в горы Алдана на одной только машине, да, чтобы они сплавились. Да. Для них все-таки более важно почувствовать эти эмоции, да, к примеру, добраться и на лодке, на машине, да, там, может, где-то на конях. Если в Арктике, то маршрут должен быть, например, не целыми вот этими днями, да, как бы ехать на машине, можно там на оленях их покатать, да, на оленях упряжках, пригласить каких-то местных предпринимателей и так далее. Но все зависит от целевой аудитории. Ну, вы наверняка проводите анализ, какой вид отдыха, какие маршруты интересны приезжающим сюда в наш регион в первый раз? В первый раз, ну, конечно, ассоциации у них, у таких туристов, все-таки Якутия — это холод, да, они в первую очередь хотят посетить Оймекон. Если даже они достаточно приехали на несколько дней в Якутии, в Якутске, достаточно просто выйти на улицу минус 45, да, и вот дыхнуть воздух, почувствовать этот холод и так далее, потому что когда мы работали в Полярной звезде, да, в гостинице, мы таких туристов очень много встречали, и понимаете, да, это сколько эмоций. А если они хотят все-таки как бы познакомиться вот с культурой, да, быть, с культурой, с традициями, да, то тут, скорее всего, ну вот эта аутентичность, самобытность, да, его нужно все-таки вот пригласить на сэх, да, отправить в якутское село, да, к примеру, у бабушки, у дедушки пожить этому туристу, да, покушать оладушки, посмотреть за хозяйством, да, не с каких там всяких примочков, да, что вот приехал в село, а у тебя там стоит 3-звездочная гостиница, да, это, ну, здесь нет никакой этнографии, а если вот именно якутское село, здесь уже... Погрузиться, так сказать, в местную жизнь. Да, погрузиться нашу, да? в полную как бы культуру. Но если все-таки это деловые туристы, у них очень ограниченное время, да, можно показать наши основные достопримечательности, туристские бренды. Это Царство Вечной Мерзлоты, да, где постоянно холод даже летом, сокровищницу нашу, музей Мамонта очень сильно много интересуется. И если позволяет, могут и очень быстро на скоростных катерах добраться до Ленских столбов туда-обратно за один день. Но это тоже возможно. Аркадий, спасибо за информацию, за интересный разговор. Желаем вашему агентству дальнейшей успешной работы, ну и вам, как руководителю, больших успехов. Спасибо большое вам. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.